Он был человек-огонь. Это в прямом смысле. Он горел. И по жизни горел. Особенно на сцене. Это был величайший танцовщик 20 века. На сцене, что он вытворял, все трюки он делал. Как трюкач. Его равного трюкача не было на Кавказе. Трюк такой есть, самовар сейчас называется. Это его трюк, который он лучше всех делал в СССР даже. Все говорили, танцуй как Дзиба. 1957 год стал звездным для солиста Карачаево-Черкесского национального ансамбля песни и танца Георгия Дзыбы. Он стал лауреатом 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве, и был награжден медалью за трудовую доблесть. А после Дней культуры Карачаево-Черкесии в Москве ему и его матери, концертмейстеру ансамбля Зуле Ерижевой, было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. 22 года или 23 года он получил звание заслуженного артиста Российской Федерации. Это вообще в то время у Моисеева не имели такие звания, ни у Краснознаменного ансамбля. Родился Георгий Дзыба 1 декабря 1934 года. Его отец, уроженец кувинского аула Каплан Ибрагимович Дзыба, умер, когда Георгию было всего 4 года. Мать, Зулия Ерижева, работала в Черкесском национальном ансамбле, куда после окончания школы в 1948 году пришел работать артистом Георгий. Заслуженные артисты Российской Федерации, мать и сын, Зулия Ерижева и Георгий Дзыба. Мать сделала все для того, чтобы ребенок не потерялся. А он и не потерялся в жизни. Он себя нашел. Ну, наверное, судьба так сложилась, что он себя сделал сам. Зули для нас, я имею в виду детей моей семьи, мы звали ее мамой. Свою мать называли Ма по-базински, а ее называли мамой. А Жору мы считали из-за разницы в возрасте, наверное, дядей, хотя мы братья были. У нас был общий двор, как и сейчас. Жили в одном дворе. Но я в памяти в детской осталось его отношение. Он уже был для меня взрослым. Какой он был внимательный, добрый по отношению к детям. Мы жили в городе, и один день он принес какой-то ящик. Ну, ящик в том мелкий был я. Для меня это ящик был. И строго-настрого сказал не трогать. На следующий день он пришел, дома никого не было, был я один. Он открывает этот саквояж и достает аккордеон. Сел на диван и сказал «не мешай». И он начал наигрывать что-то, наиграет что-то, и вот движения какие-то головой, руками, потом дальше продолжает. Я думаю, что это может быть? Ну, детское понятие такое. Когда уже повзрослел, я понял, что он ставил в голове, в уме танцы, движения отрабатывал какие-то это. И вот он подбирал музыку, чтобы соответствовало этим движениям, или же движения соответствовали музыке. Ансамбль осетинский выступал в Польше, в какой-то фестиваль международный. И там как раз солировал мой старший брат Кахар. И сидим перед телевизором, он сидит, я рядом, как всегда. Он смотрит и переживает. И каждое движение, все, что происходило на сцене, он через себя пропускает и комментирует одновременно. Думаешь, о чем? А я не понимал, о чем вообще речь идет. А он комментирует, не докрутил, здесь не так, музыка не туда сыграла.
У нас был такой даулист, знаменитый в республике, Закирия Дармилов, Царство Небесное. Он рассказывал, как он занимался, как он репетировал и давал себе нагрузки. Он вот этот элемент, самовар, по-другому шине в одно колено называют его танцоры, он делал его на пашне, в сапогах керзовых, в своей одежде, в верхней одежде. То есть там нагрузка удваивалась, утраивалась. И вот через вот такие трудности, которые он сам себе создавал осознанно, он добивался таких результатов. Став профессиональным артистом, Георгий Дзыба начал учить танцам детей. Первыми его учениками стали учащиеся областной школы-интерната. Впервые мы увидели его в нашем областной национальной школе-интернат. Его Гущина Гуделюевна Лотокова, покойная, пригласила на постановку танцев. Это был 1958 год. Он отобрал девочек, мальчиков отобрал 8 пар. И в буквальном смысле слова, наверное, где-то месяца за 2-3 он поставил несколько танцев. А время было предвесенние каникулы. А обычно на весенних каникулах проходили смотры, школьные смотры областные. И к этому смотру он приготовил несколько танцев. И, как всегда, мы заняли первое место. Всегда областная национальная школа-интернат занимала первые места. Он нас готовил и готовил достойно, потому что мы всегда занимали одни из первых мест. Георгий Капанович был очень виртуозный человек. Я помню, как он крутил на коленях круги, как он вертушки крутил. И он почему-то меня выбрал, потому что я немножко гимнастикой занимался, и я в основном вот эти трюки делал. Он уникальный человек был. Тогда не было в то время бальтмейстеров, профессиональных в нашей области. Тогда была область. Но он такие танцы ставил, которых не было вообще на Кавказе. Танец с саблями. Нардский танец назвали его. Он впервые поставил, и весь Кавказ начал исполнять его. До этого, наверное, вы помните Хачатурян, танец с саблями. Это балет. Это просто имитировали танец с саблями. А он требовал, по-настоящему бой требовал. И я это уже после я понял, по истечению многих лет, он же насколько знал эпос нардский, насколько знал фольклор, культуру народа. Он не просто поставил танец саблями. Горянка в пылу борьбы, боя. Девушка выносила платок и останавливала бой. Это наши традиции были. Он глубоко это знал. В последующем Георгий Дзыба работал во многих танцевальных коллективах и проявил себя не только как феноменальный танцор, но и как прекрасный балетмейстер. Такой момент был, когда мы были на гастролях в Турецкой республике, в Турции, город Мармарис. После очередного концерта мы все спустились в бар, взяли себе
чай, кофе, десерты. И сидели за столиком, пили чай. И к нам подошли супружеская пара, довольно-таки в возрасте. И они нас спросили: ребята, Кавказ большой, говорит, а вы с Кавказа, кто по национальности? Ну, мы говорим, может, вы не знаете, не слышали такую нацию. Мы абазины, говорим, мы малочисленный народ. На что они нам отвечают, что, а вы знаете Георгия Дзиба, говорят. Мы все так переглянулись, и мы не ожидали такого ответа от них. Они, оказывается, были с Молдавии. Муж и жена танцевали в ансамбле, академическом ансамбле танца Молдавии «Жок». Там вместе с ними в какой-то период работал Георгий Дзиба. Они очень серьезно отзывались о нем, говорили как о великолепном трюкаче, что подобного они никогда не видели. Он проверялся в ансамбль Моисеева, его взяли туда. Он проверялся в ансамбль краснознаменный имени Александрова, туда тоже брали его. В Дагестане он работал, был ассистентом у Танхо Израилова. Это создатель ансамбля «Лезгинка». И потом я слышал от Эдуарда Бебия, бывший руководитель ансамбля, покойный Эдуард Бебия, он мне рассказывал, что он мне поставил этот абазинский танец в ансамбле «Шаратын». Приехал в Абхазию. Ну, естественно, куда бы он ни приехал, в какой бы уголок нашей большой страны он не приезжал, он, естественно, находил ансамбль и в первую очередь приходил туда. В Сухум он зашел в ансамбль, шла репетиция. И, значит, он вошел в зал, все как-то обернулись, посмотрели, незнакомое лицо. Он был в верхней одежде, в тяжелой обуви, таких сапогах. Ну, не, так скажем, не по-танцорски одет был, не как местные жители. Все остановились, обратили внимание, спросили: вы кого-то ищете или кто вам нужен, может чем-то помочь вам? Он сказал: нет, мне никто не нужен, я хочу провериться в ансамбль. Все так странно так посмотрели на него, переглянулись, ну, сказали: хорошо, давайте. Значит, оркестр сидит, танцоры разошлись, зал освободили. И в ту же минуту он говорит, обратившись к оркестру, а именно к даулисту, к барабанщику, говорит: дай 8 тактов. Эта фраза от обычного человека не услышишь. Эта фраза, тот, кто вот понимает в хореографии, ну, значит, даулист дает 8 тактов. За это время он быстро снимает с себя верхнюю одежду, сапоги снимает с себя и делает шене, да, так элемент называется, вращение по кругу в нереальнейшем темпе, в очень динамичном таком эмоциональном таком виде он исполняет, делает круг, на второй круг заворачивает, выходит в центр зала, и там на месте, значит, турчики называются, тоже вращательный элемент, турчиками завершает свою технику танцевальную. Ну, естественно, сразу шквал аплодисментов, недоумение. Вроде человек так как-то с виду не очень, так и похож на артиста был. И вдруг он перевоплощается резко, и шок всех, так скажем, вводит. Там, кто старше был в зале, они сопроводили его к руководителю, к директору коллектива. Буквально через какое-то там небольшое время они спускаются, и он уже был взят на работу. У нас один танец поставил, как бальдмейстер. И в этом танце, значит, на каждого он так смотрел, кто выглядит нормально, себя хочет показать в этом танце. Он сдал, вот так посмотрит, так, Амаршин Рахвай, сюда иди, тот сюда иди, ты вот здесь подходишь, ты сюда подходишь, вот так вот, такой был. Какие данные ты имеешь, он использовал, вот так вот было. И что хочу сказать, один танцор опоздал, там, не знаю, кто был из них, не помню сейчас. А его трюк, он показал ему, а тот уже чуть-чуть разозлился за то, что он на репетиции не был. Ну, там идут, все подряд идут, и на его месте он вышел, сам. И такие двойни начал крутить, он с таким прыжком, у него палец был отрезан на ноги, большой палец. Ну, вот это торчики он начал делать, мы все хлопали, забыли, что мы танцуем в номер, а мы на него, да, этот самый, аплодировали. Валерий Таня, вот это что у вас работал, известный человек,
Он был в ансамбле, у нас танцевал. Вот это вот на пальцах что делает, турчики на пальцах. Он его научил. А Дзиба делал без пальца. Киев, Вирский, Хайоку, Тарак, Бапсила, ансамбль Псидзина, Наса, Адунея Хотрахи и Ирдерут. Убра Кошатра, Санней, Шпсуз, Нырба, Убас Сархит, Уражора Дзиба Дудуру Асар. Убра Йицбух Сархунаха, Убра Йицбух Йирхус, а Юза Акошатра Убас Ирхорхауа. Ацейчу бзику хабалаги хазгаларат паншигайза. Ари дараб кошуй тут. Уика. Уже как шачу кахис сотаха Самара. Убра жюри это Эльбрусах но усанызоз Карачаев Черкезия убра усанызоз. Апхрасырут абрия жюри хаехохо убра сахдартаз. Махмуд Исамбаев убратпан. Бри ресер хайбедр. А хайбедрес. Убридю бассей, жорит Дзиба Дудруба. И сей зуёк абри от цыганца рукошара, окончала, абри кошарак из зыпиргл. Дзакуха, абри дилаца жорданала га садку и садку дачат. Шкела ба апсыл избох псинирхон. И из цейча бзеко, нхоцеко хашчаркан игло, апсни глон швейца. Ари Махмуд Исамбаев акошера язык зыргала зауё. Мхарша куттан немцер хойпша бас мхаршана. Убас шкила бапсыл, наса музыка шкила бапсыл. Он нас янги елархон. Музыка ялихус гитрон. Икуиргулос от закатана конису шикуиргулос. По разговорам, а я верю в разговоры, если он плохой был бы, не говорили бы о нем. Если бы он не умел танцевать, тоже не хвалили бы его. Я считаю, что он был достойный человек, на своем месте был. Как танцовщик, как исполнитель, как постановщик танцев. Вот это меня тяготило к танцам больше. Вот его упорство к танцам. Я это себе вложил, и я тоже этим начал заниматься. Вот он мне дал толчок к этой работе. С его появлением коллективы начали приезжать с Северной Осетии, оттуда самые, даже Плиев, это знаменитость, тоже уже из Грузии, там. Ну, в общем, Лезгинка начал возрождаться. Как он пришел, поездки один за одним, Англия, Франция, и вот так пошло. И, короче, уже в Лезгинку попасть просто невозможно было. Особенно, помню, в зале Чайковского. Мы где-то ехали, на второй день там концерт был. Зал Чайковского, это же престижный зал. Так он нас поднял, в гостинице «Россия» жили. Вечер на репетицию, в 11 ночи. Заставил нас прийти, до 3 часов мы там прыгали. И на следующий день вот, добил он своего, финал там надо было кусок сделать, добил. И на второй день мы в зале Чайковского работали, сам Моисеев сидел на концерте, Игорь Александрович. Этот человек действительно был патриотом своего дела, энтузиастом был. Любил то, что он знал, он все показывал здесь. И мне рассказывали, он очень был, говорит, жесткий и строгий. Что он делал? Он, говорит, саблей, говорит, по ногам бил, говорит. Почему? Потому что, говорит, ногу опускал, говорит, кто опускал, говорит, того начал бить, говорит. Вот настолько он через силу довел многим, и все были довольны от него, что благодарны ему, что он действительно такой человек научил нас. И его все помнили, все о нем говорили. Но когда он рубился, он в середине был, а мы четверка. Не дай бог там слабо держать, сабля бы улетела. Такая рубка была, сюда попадала, сюда. Но мы не чувствовали. В Грозном сделаем всех ансамблей, объединим и там вышли осетины, кабарди, ну все, а мы в конце. Махмуд Исамбаев сидит на первом ряду,
Дзыба как раз был, он говорит, сейчас надо дать. Мы дали молодежный, и этот Дзыбину руку, там так, ну, в общем, да. Махмуд Исенбаев встал и говорит, на весь зал просто. Корона Северного Кавказа, говорит, это лезгинка, и мы должны быть рядом и учиться у них. Всю программу, которая есть в лезгинке, поставил Георгий Капланович. Они свернули эту программу, и в 1964 году за Георгием Дзыбой мы послали Гудееву Магомеду, чтобы он его переманил к нам. Своего внука решил приобщить тоже к танцевальному искусству. И я его отвел в Дом культуры «Чайка» на проспекте Буденного, это в Москве. И записываю мальчика, ему было, наверное, 9 лет, записываю его, и этот список, очевидно, передают руководителю ансамбля. Этот ансамбль в войнах детский, и он как бы в Москве специализируется. Руководитель пригласил меня лично, как бы, так сказать, в свой кабинетик и спросил меня, а ты знаешь Георгия Дзыбу? Я говорю, знаю, конечно, Георгий Дзыба, и родственник, и я знаю, что, так сказать, это великий человек, великий балетмейстер и танцор. Он говорит, а я у Георгия Дзыбы начинал танцевать. Его фамилия Мальцагов, зовут его Доку. Он заслуженный артист РСФСР. В 1965 году он начал в саду 1 мая репетиции над новой программой. Набрал молодежь, всех новых. Начал он с самого сложного танца. Нартский эпос. Самый сложный танец был. Там говорит там вообще очень сложно, как человек, балетмейстер любой новой республики, не зная ни менталитета, ни полностью их фольклор, может взяться за это дело. Но он взялся на свой риск, сделал нартский эпос. Он, когда первый раз приехал, сказал, пожалуйста, поведите меня на 2-3 ваши свадьбы, я посмотрю, хочу посмотреть, как у вас танцуют. И вот оттуда, наверное, он и черпал. Все уходит со временем. Остается только истина, и остается только что-то шедеврально поставленное, исполненное. И к этому числу я могу отнести хореографическую композицию «Под небом Войнахов», который осуществил, будучи балетмейстером ансамбля в Войнах, Георгий Дзыба. Это было большое такое развернутое полотно, более 15 минут. Тогда редко такие постановки ставились. И этот танец, хочу вас обрадовать, по сегодняшний день идет в программе ансамбля в Войнах и является одним из лучших танцевальных произведений. Это о многом говорит. Абазинец поработал в чеченском ансамбле, и по сегодняшний день более полвека его постановкой заканчивается концертная программа ансамбля в Войнах. Он поставил «Под небом в Войнах» он танец, и мы с ним выходили на соло. Со мной еще один, мы вдвоем против Дзыбы дрались. И начали на саблях рубиться, и я нечаянно скользнула, и Дзыбу руку зацепил я. Потом концерт кончается, он подходит, говорит, ты что своего любимого балетмейстера бьешь саблей? Надо вот как, нужно. Взял саблю, мне по руке ударил. И вот у меня шрам остался. Георгию Дзыба удалось поймать вот эту изюминку чеченского мужского характера, женской лирики, их взаимоотношений. Он выбрал такой очень трогательный сюжет и тему интересную, когда
чеченка, женщина, обнажала голову, снимала платок своей головы, обнажая голову, бросала между дерущимися мужчинами, они обязаны были перестать драться, потому что она обнажала голову. А с обнаженной головой чеченку не имели права мужчины видеть. И вот этот обряд, белый платок, платок мира, Георгий Зыба взял за основу и поставил такую гениальную постановку. Он поставил нам программу, мы долго эту программу в Войнахе работали. И даже и сейчас есть, иногда говоришь, кто этот танец, там, как кто, это дзыбин танец, говорят, это дзыбин танец. Этот танец с саблями, естественно, этот танец, он, знаете, соблюдает все наши традиции, обычаи, все это. И как ему это удалось? Я в своей книге описываю чеченские ходы. В 4 разделах идут чеченские мужские ходы. И он из них, не зная даже тогда, что они разделяются на бычий шаг, на оленей шаг, он поставил этот танец, там используются 2 чеченские манеры. Шаг быка, такой сильный удар волевой, грудь вперед, сила, мощь, где идет шаг с ударами, земля содрогается. И особенно он правильно сделал, что это именно воинам, это воинственный танец под небом Войнахов, воинам отдал этот ход. И сейболар, это поступь оленя, такой летящий шаг, подтянутый, легкий. Вот 2 такие разницы, 2 контраста. Он вложил в этот танец. Мы на гастроли Карачаево-Черкесск поехали. И мы встретились снова с Георгием Каплановичем. Пригласил к себе домой, устроил нам ужин, банкет. В Войнах приехал с концертом в Черкесск. Это было в начале 70-х годов. Мы сидели в зале, но его я лично не видел. Вышел ансамбль в Войнах, руководитель подошел к микрофону и объявил: в этом зале находится, говорит, бывший наш руководитель, наш балетмейстер Георгий Капланович Дзыба. И вся мужская группа ансамбля спустилась в зал, он где-то в середине зала сидел, подняли его на руки и на руках занесли на сцену. Я не знаю, по памяти, где-то с полчаса они говорили только о нем. Что он сделал для ансамбля, какими усилиями, каким трудом это он все делал. Во всех республиках, даже в Молдавии, он танцевал в Моисееве. Было время, что он танцевал немного, но в остальных, во всех коллективах он сперва, когда заслуженный артист РСФСР, когда был, приехал к нам в Абхазию, песни и танцы Абхазии. Он в Абхазию приехал в 58 или 59 год, я маленький был, значит. Его принял первый секретарь Абхазского обкома, его приняли в ансамбль. Его как нельзя было принять. И первый концерт, он всех удивил. Он, значит, по кругу шел один, а там яма была, ну, концерт, филармония там называется яма, где оркестр. Он раз туда как будто упал. Пока мы люди встали, он уже встал и продолжал колено делать. И пошла слава о нем. Для меня это гениальный танцор. Но он творил что-то необыкновенное, вы понимаете? И лирические, и шуточные, и такие, и такие, и такие. Все говорили, танцуй как Дзыба. Я не знаю, что у него в организме стояло, девочки. Я не знаю, что за мотор стоял там. В театре концерт был правительственный, в драмтеатре. Там стоял купол. Купол стоял вот такой сзади, видимо, для театрализованной. Так он вышел последний на колени, люди очумели.
Он шел, пошел, и где купол, вокруг купола вот так поднялся на верхушку. Это было вообще что-то необыкновенное. Он, значит, в Омске, там вот самодеятельный коллектив был. Это он рассказывал, и мне другие тоже рассказывали. И мэр города нужно было поставить мясокомбинат, там известный был, значит, что-то связано вот все этими с мясом, то и другое. И он думал, как, и он такой-то номер сделал, ну, с этими всякими, потом Слава КП. В общем, короче, всех с ума свел. Такого второго на Кавказе нету. Нету. Это вот Исымбаев, согласен, талантливый. Но я его не могу сравнить с Георгием Каплановичем. Как Георгий Капланович на Кавказе никто не танцевал. Все танцы, например, Исымбаев, и индийские танцы танцевал, и, наверное, душой больше вникал в эти танцы Георгий Капланович. Я его ставлю на первое место. Был прекрасным балетмейстером, великолепным постановщиком. Как танцовщик, как трюкач, скажем, да, это там деление есть, верховики, там лирики, трюкачи и так далее. Как трюкач, ему равного трюкача не было на Кавказе. Вертер со с ума можно сойти. Высокий прыжок у нас был. Щучка называется, воздух его вот это. А Дзюба, он оттуда, если вы фильм смотрели, вот «Встреча со Сталином» или «Ночь со Сталином», это он делал. Он оттуда 20 метров кататься на это же технику надо иметь. Один раз спрашивали, говорит, ну как ты вот это, Алехин один был у Моисеева, высокий парень, казак, и он его спрашивает, как ты у тебя вот это получается, а вот чем ты занимаешься, вот и там подобное. Прыгнули, сделали, все. Пируэтов 33 делал, никто не мог повторять это. Вот он такой был. Потом даже вот какой-то трюк делает, у него сразу глаза загорались. Его горячие глаза, такого ни у кого нету и сейчас нету. Танцуют, трюки делают прекрасно, но глаза не горят, как у Георгия Каплановича. Это Бог ему дал такое. У нас был барабанщик, не даулист, а барабанщик Магомаду Алаудин. Это очень известный был барабанщик на Кавказе, ну, виртуоз был. И он говорил, когда дзиба крутит на коленях, я не успеваю за ним. Можете себе представить? Этот виртуоз не успевал за ним играть. Это не как сейчас танцоры. Вот вышли и крутятся, музыка себе, они себе, лишь бы дойти. Вот эта цель главная. А тогда каждый поворот, каждое верчение, каждое па должно было быть под музыку. Вот представьте себе, насколько скорость должна быть, что он не успевал, не догонял его. Он это бедуинский, что он делал просто голова вот на земле. Ну, что он делал, никто так вот, никто, я сегодня смотрю, сколько лет прошло, никто так еще не делал, как он делает. Значит. Он же большой специалист был. Он за 2-3 дня мог бы и танец поставить. Георгий Капланович – это талант такого второго балетмейстера, такого знатока в нашем кавказском творчестве я еще не видел. Юрий Капланович был очень строг, но строгость была справедливая. Говорить, что Георгий Капланович строгий, это мягко сказано. Георгий Капланович
Это был железный человек, который не давал спуску никому. Он не любил, когда опаздывают на репетицию, он не любил, когда полноги работает человек. Он полностью старался, чтобы каждый танцор полностью отдавался этому танцу. Не жалел он ни своих сил, мог с утра до вечера работать с каждым, оттачивать любое движение и сам показывал, как это надо делать. Георгий в этом смысле был трудоголик, сильнейший. Но он очень смелый еще был. В любую драку, как в воду нырял, раз, раскидает. Он в огонь мог бы, такой у него характер был, броситься. Мы выросли на его историях. Наше поколение хореографов, наши руководители рассказывали про него истории. Аскерби Джурдисов, Мухаммад Хачуков. Мой дядя Каралов Мухаммад, который еще будучи подростком, знал его, видел, он рассказывал. Он когда-то откуда-то приедет, говорит, мы все, говорит, бежали туда, зная, что он там находится. Мы подростками, у него интересовались, спрашивали, как это сделать, что надо делать, чтобы хорошо его выучить там и так далее. Это был очень легендарный балетмейстер, хореограф, руководитель, исполнитель. И для меня честь принимать участие в этом проекте. Георгий Капланович Дзиба очень выдающаяся личность. Его характер, он его на сцене передавалось. И Псартабзихат. Он о себе не любил рассказывать. Вот тут это, кстати, черта, присущая настоящим мужчинам. Вот дух такой у него был на 100 человек. Такой эпизод интересный, который вы, наверное, не знаете. Он танцевал колено, крутится. И в момент сорвался в оркестровую яму. В ту же секунду он выскочил обратно. И весь зал встал. Он так танцевал с таким темпераментом бешеным, подчеркиваю. Коля говорит, у него лопались вены на руках. Неуправляемый был огонь. Цыганам попал, судьба занесла. И начал им танцы ставить. Вот это я сейчас понял только. А цыган, барон на него смотрит. Слушай, говорит, кроме цыган, так на нас никто в фильме не может, не фильм говорит, танец не может ставить. Ты, наверное, цыган? Да не цыган я, говорит. И тот, нет, ты цыган, говорит. Вообще-то, знаете, говорит, меня в Ростове, говорит, мать, говорит, подобрала на воспитание, взяла, зачем? Вот видишь, кроме цыган, он лучше их танцы ставил. Это был Божий дар, понимаешь, который не был оценен. Он мог отдать последнее, что у него есть. Ко мне он очень хорошо относился, но понебратства не было. И как бы не было, он посмотрел как-то однажды на меня, на обувь на мою посмотрел. Что у тебя, говорит, за ботинки? А у меня действительно ботинки были дядины, я их носил. Завел меня к себе. Вот, говорит, видишь, обувь стоит. Подбирай, какая тебе подойдет, те и забирай. Ну, я в силу своей скромности выбрал самые такие чуть-чуть поношенные, так хорошо поношенные. Так скромненько взял их и начал мерить. Он меня их забрал и отобрал из этих 3-4 пар, он выбрал самые новые. Вот я говорю, вот он мог отдать последнее. Человек волевой, мужественный, сдержанный. Настоящий образ кавказского мужчины, горца. Вот сколько я буду жить на этом свете, и сколько я буду заниматься культурой и танцевальным искусством, я сделаю все, чтобы его хореография жила на нашей сцене. Последний раз я его видел, мы с ним встретились, я уже учился в Саратове, встретились с ним в Невиномысске на железнодорожном вокзале. Там увиделись, естественно, обрадовались друг другу. И он мне рассказал, что едет из Грузии, где он поставил 2 танца. Это знаменитый ансамбль имени Сухишвили, да? Сухишвили, да. Он там танцы ставил. Это был ведь знаменитый ансамбль, по тем временам мировое значение ему придавалось. А он там ставил танцы.
1982 году. Ему было всего 47 лет, но в памяти всех, кому довелось встретиться с ним в жизни, он живет по сей день. Уже 50-60 лет, а Зыбу помню хорошо. Мы долго будем его помнить. Очень долго будем помнить. Он достоин высокой самой оценки. И он заслуживает и памятник, чтобы поставили ему памятник где-нибудь, пусть в Псыже, пусть в Черкесске, но он это заслуживает. Потому что такие люди для себя не живут. Они живут для своего народа.